Тахмина, как быстро можно выявить у ребенка ВИЧ, если он рожден матерью с положительным статусом? До 16 месяцев стопроцентно невозможно сказать, что ребенок болеет ВИЧ-инфекцией или нет. Большинство родителей не готовы раскрыть статус ребенка. То есть международные консультанты рекомендуют до 12 лет рассказать ребенку о его ВИЧ-диагнозе до переходного возраста. Но, к сожалению, у нас есть дети по 15-16 лет, до сих пор не знают, что живут с ВИЧ-инфекцией. Вот дети, которые знают о своем диагнозе, большинство из них хотят поступить именно в медицинские вузы, они хотят стать врачами, хирургами, специалистами, которые будут разрабатывать какие-то волшебные лекарства от ВИЧ-инфекции. А вот эта данная норма ограничивает их права. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибота Джибаева. Сегодня 1 июня, День защиты детей. В этот день особо важно напомнить, что очень многое в жизни ребенка зависит от взрослых. Он беззащитен перед жизненными реалиями и нуждается в постоянной заботе и поддержке. Дети с ВИЧ-инфекцией – наиболее уязвимая группа. Каждый ВИЧ-позитивный ребенок требует особого внимания и усилий по наблюдению, лечению, психосоциальному сопровождению и для сохранения его здоровья наравне с другими детьми и полной адаптации ребенка в социуме. Это очень важные вопросы, которые мы сегодня обсудим с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях гендерный специалист общественной организации Центра по правам человека Лариса Александрова и Тахмина Хайдарова, директор таджикистанской сети женщин, живущих с ВИЧ. По тем данным, которые есть в открытых источниках, вообще у нас с 1991 года по 1 октября 2022 было зарегистрировано 14 800 больных ВИЧ-инфекцией. Из них 1803 ребенка в возрасте до 18 лет. И такая вот статистика, сколько сейчас конкретно детей до 18 лет, мы не знаем, да? Но есть еще одна интересная цифра. В 2019 году было выявлено 130 новых случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией. И тогда Минздрав сообщал, что некоторые дети заразились инфекцией от своих матерей, которые не знали, что являются носителями ВИЧ. Это самый частый способ передачи. Путь, да. Нет, не самый частый. Всего государственная программа по профилактике ВИЧ-СПИД на 2021-2025 годы говорит о том, что вертикальный путь составляет 4%. Но это много, потому что я смотрела, что это большой показатель вообще считается. Да, это много, исходя из того, что согласно глобальной повестке дня до 30 года мы вообще должны искоренить все пути передачи ВИЧ. Да? Элиминацию уже должны достичь. Элиминация – это как раз-таки достичь нулевой передачи ВИЧ от матери к ребенку. Россия и Беларусь уже продекларировали это и говорят, что они достигли этой элиминации, да? Где-то 2%, где-то 1%, где-то там меньше 1%, но вот у нас, особенно по нашему региону, это самый высокий показатель. Тахмина, как быстро можно выявить у ребенка ВИЧ, если он рожден матерью с положительным статусом? До 16 месяцев стопроцентно невозможно сказать, что ребенок болеет ВИЧ-инфекцией или нет, потому что сразу после рождения, если у мамы выявляется ВИЧ-инфекция во время беременности, после рождения у ребенка на 3-й день берут анализы на ВИЧ-инфекцию, и на 40 дней, когда ребенку исполнится 40 дней, еще будут брать. То есть до 16 месяцев 4 раза будут брать анализы на ВИЧ-инфекцию. Это самое последнее, это вот 16 месяцев. И это говорит о том, что у ребенка есть ВИЧ-инфекция или нет. За это время, вот сразу после рождения ребенок получает сироп для профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Сколько дней дают? 27-28 дней. А потом уже все ничего больше не дает ребенку до 16 месяцев. И самая вот основная часть это то, что мама не должна кормить грудным молоком ребенку, чтобы не поставить его в угрозу. Хотя рекомендации ВОЗ последние по грудному вскармливанию говорят о том, что если вирусная нагрузка матери составляет 0 или
близка к нулю, да, нулевая, говорят, вирусная нагрузка, то можно кормить грудью. Выбор стоит за самой женщиной. Но наша система здравоохранения, в частности, есть клинический протокол, они все-таки говорят о том, что лучше кормить смесями. Да, потому что есть несколько причин, почему они не рекомендуют грудное вскармливание. Во-первых, у нас, к сожалению, практика, мы в прошлый раз говорили, дискриминационная в плане уголовного преследования. И мать, которая рискует передать ВИЧ-инфекцию через грудное молоко, тоже подлежит уголовному преследованию. То есть... Да, если она знает и кормит, это уже часть первая. По 125 статье можно ее привлечь, а если передала ВИЧ-инфекцию, то часть третья, там до 10 лет лишения свободы. И у нас был такой кейс, где судили мать, которая передала ВИЧ-инфекцию через грудное вскармливание, и женщину судили на 5 лет, но, конечно, хорошо, что с отсрочкой исполнения приговора, потому что у нас действуют бангкокские правила для женщин. Это когда у женщины есть несовершеннолетние дети до 14 лет, то им приговор отсрачивается на возраст там, до достижения определенного возраста ребенка. И эти правила у нас закреплены в законодательстве, и они были применены. Но то есть это очень достаточно согласно не очень хорошая практика, я бы так сказала. Я тоже хочу добавить, что согласно протоколу, да, нет ограничений, то есть там не говорится о том, что женщина не должна кормить грудным молоком, но врачи не берутся за это и не рекомендуют родителям, особенно мамам, кормить грудным молоком. Первое это то, что она поставляет в угрозу, и есть у нас уголовная ответственность, и второй момент, не все мамы, не все родители грамотно относятся к кормлению грудного молока. Поэтому они стараются как бы оградить маму и ребенка от всяких преследований, всяких уголовных ответственностей. Вот этих рисков. Да. Хотя у нас еще есть преимущество, то, что государство обеспечивает молочной смесью, и они предпочитают, чтобы женщина кормила вот эту смесью. Да. Я бы молочной смеси не говорила прям о том, что государство обеспечивает молочными смесями, потому что там есть своя проблема. Какая? Механизма выделения молочных смесей до сих пор правового нет, он не принят. Есть в статье 163 Кодекса здравоохранения право родителей на получение заменителей грудного молока для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Самого механизма не разработано. И в 2020 году мы проводили тренинги для органов соцзащиты на местах и комиссии по правам ребенка. И вот как раз-таки объясняли этот механизм начала выдачи пособий, и в том числе говорили о заменителе грудного молока. Потому что Центр СПИД, он провел тоже свой анализ и посмотрел, сколько по каждому району детей с ВИЧ-инфекцией, рожденных от ВИЧ-позитивных матерей, и сколько выделяется из бюджета средств. Если в Сагдийской области более-менее как бы ситуация, ну, скажем, не то что 100%, но неплохая, да, то в Хатлонской области все плохо. А там причем местный бюджет выделяет на это средства, не республиканский. А законом вообще нигде не урегулировано, с какого бюджета это должно выделяться. Просто право закреплено и все. И здесь очень большое влияние имеет взаимодействие между центрами СПИД и органами местной власти. Насколько центры СПИД, они убедят органы местной власти заложить денежки в бюджет на предстоящий год. И это надо мониторить, сколько предположительно в этот период родится детей от ВИЧ-положительных матерей. То есть это постоянный процесс мониторинга, отслеживания и взаимообмена информацией между центрами СПИД и местными органами власти. И насколько местные органы власти, руководители хукуматов озадачены этой проблемой и понимают эту проблему. Это тоже вот такая большая как бы проблема, что не все руководители настолько серьезно осознают это.
Есть еще и дотационные районы, которым выделяются средства дополнительно из республиканского бюджета, так как у них своих средств мало, недостаточно, да, и это тоже важно урегулировать на уровне законодательной сферы, да, нормативно-правовой сферы. Если обратить внимание на пособие для детей с ВИЧ, то принят соответствующий порядок. И это заложено в Кодексе здравоохранения, что детям с ВИЧ выдаются пособия в порядке, установленном постановлением правительства. А вот такой нормы для заменителей грудного молока нет, и этого порядка нет. Вот мы сейчас говорим о том, что необходимо этот порядок разработать, принять его на уровне правительства, и чтобы уже все районы были обязаны выделять денежные средства на закупку молочных смесей. Тахмин, женщина, будучи беременной, не прекращает лечение от ВИЧ-инфекции? Да, если тут есть такая особенность, если женщина давно живет с ВИЧ-инфекцией и планирует забеременеть ребенка, то есть у нее дальше будет продолжаться, то есть будет наблюдаться у гинекологов при центре СПИД и поликлинике, и также будет принимать терапию без остановки, то есть и они будут, врачи, смотреть, какой препарат принимает женщина, чтобы это не навредило ребенку. А другой момент, когда у нас часто случается, это то, что женщины во время беременности узнают о своем диагнозе и сразу женщину подключают на антиретровирусную терапию, и раз начали терапию, то это не остановится. Раз принимает женщина, и после родов будет принимать, дальше продолжать принимать терапию. А как детям? А если у ребенок как рождается, подключает на берут ребенка на профилактическое мероприятие, то есть это ребенок тоже, кто с рождения до 28 дней будет получать сироп как в качестве профилактики. После этого останавливается, и когда на 16 месяцев, до 16 месяцев, если анализы показывают, что у ребенка есть ВИЧ-инфекция, и тогда уже будут ребенка тоже подключать на антиретровирусную терапию при местный центр СПИД или по поликлинике, где ребенок стоит на учете. Когда ребенку лучше сказать о его статусе? Международные консультанты рекомендуют рассказать ребенку о его ВИЧ-статусе до 12 лет, до переходного возраста, потому что это самый безопасный момент, когда ребенок узнает о своем диагнозе и более бестравматично принимает этот диагноз. А вот именно самое опасное, когда ребенок получает информацию во время переходного возраста или уже когда после прохождения переходного возраста у них появляется агрессии по отношению родителей, потому что за это время у них уже есть любимые девочки или мальчики на примете, да, есть планы свои, а вот когда говорят о диагнозе, получается, что многие планы, которые они по учебе, по созданию семьи или в будущем, у них это рушится, поэтому это опасно, поэтому международные консультанты рекомендуют, чтобы до 12 лет рассказать ребенку. У нас в практике есть, что детям по 15-16 лет, подросткам, до сих пор родители не решаются говорить им об их диагнозе, они боятся, что эта информация раскроется, может, ребенок кому-то скажет и так далее. То есть они ограничивают себя и ребенка от всех информаций и также от профессиональной поддержки со стороны психолога, консультантов и других специалистов в этом направлении. И ребенок, не зная о статусе, он может забыл лекарство выпить. Да, в практике тоже так же было, когда ребенка специально отправили на наше мероприятие, чтобы ребенка 16 лет, чтобы он узнал о своем диагнозе именно из этого мероприятия. И когда ребенок проходил все мероприятия, там у нас лагерь был специальный для таких детишек, подростков, и когда подросток попал в эту среду, видел, что в одно время все принимают терапию, социальные работники и врачи строго следят за этим, чтобы они принимали терапию, и между собой они начали говорить, а там и были те, которые знали о своем диагнозе, а те, которые и не знали. И получилось так, что ребенок там узнал о своем диагнозе, у него вообще было настроение пропало, и психологи выяснили, что за это время у
парня есть любимая девушка, и уже у него было сексуальное отношение. Не с этой девушкой, вообще в жизни было сексуальное отношение. То есть иногда вот ограничения в информации, ограничения в раскрытии статуса приводят к таким ситуациям. То есть... А кто должен знать, кроме родителей, о статусе ребенка? Как бы единого подхода в этом вопросе нет. Моя точка зрения, что только родители. Но система построена у нас так правовая, что при поступлении в школу, в детский сад, да, в любое учебное заведение, включая высшее, необходимо предоставить медицинскую справку. И вот форма 38 сейчас ее сделали, не всегда, но, например, я недавно проходила медицинское обследование для работы, да, и там как бы не было ВИЧ, но врачи направляют на ВИЧ. Все зависит, опять же, от той же практики. То есть заставляет Минздрав официально сдавать тест на ВИЧ при поступлении в школу или не заставляет? То есть если есть установка сверху, семейные врачи направляют, да? Потому что в графе есть иные специалисты там в этой самой форме. И вот эти иные специалисты, в том числе и центры СПИД, да, лаборатории центров СПИД. И здесь такой тогда возникает вопрос, когда ты приносишь результат этой справки, да, в школу, либо в детский сад, конечно, все работники могут быть информированы, но это небезопасно с учетом того, что у нас не очень толерантное в вопросах ВИЧ-инфекции общество, включая и специалистов системы образования. И кроме того, они не все знают, что такое ВИЧ-инфекция. Да? Если говорить вообще о данных, персональных данных, это же персональные данные. У нас есть закон о защите персональных данных. И вот право на конфиденциальность, оно должно соблюдаться специалистами. А в данном случае это должен знать как минимум только медицинский работник этого учреждения, как минимум, да? Остальные не должны знать об этом. Я считаю, даже и директор школы не должен знать об этом. Потому что ВИЧ-инфекция, она не передается бытовым путем. И очень это нужно постараться, чтобы через ребенка передать ВИЧ-инфекцию другому ребенку, либо преподавателю. Тахмин, а как на практике происходит? Так вы работаете уже с такими группами? В принципе, кроме опекунов и родителей, никто не должен знать о своем диагнозе ребенка. И опять-таки это зависит от самих родителей, кому рассказать о диагнозе ребенка. У нас бывает, что только родители знают, и иногда бывает, что целая семья и свекровка знают и поддерживают ребенка и эту семью. То есть разные ситуации бывают. Поэтому опять-таки это возложено на самих родителей. То есть врачи говорят родителям, а родители уже сами решают, кому рассказать о диагнозе ребенка или нет. А то, что по форме, вот раньше было 86-я, да, сейчас 38-я, это опять-таки зависит от уровень информированности самих родителей, как отстаивать права ребенка, какие информации давать, а какие нет при поступлении. Единственное, у нас в 2018 году было принято постановление правительства, где говорится, что люди с разными, с иными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекции, не могут поступить в медицинские вузы и колледжи. Вот это единственная дискриминационная норма, которая нарушает права ребенка на поступление в медицинское вузу, да, на образование. И большинство практика показывает, что когда вот дети, которые знают о своем диагнозе, большинство из них хотят поступить именно в медицинские вузы, они хотят стать врачами, хирургами, специалистами, которые будут разрабатывать какие-то волшебные лекарства от ВИЧ-инфекции. А вот эта данная норма ограничивает их права. То есть, с одной стороны, ВОЗ говорит о том, что получение антиретровирусной терапии, нулевая вирусная нагрузка дают гарантию о том, что ВИЧ не передается, да? А вот этой норме, которые говорят об этом, то есть это дискриминирует самих подростков, детей, которые хотят в будущем получить медицинское образование. То есть, а на практике вообще было ли случай, когда школа узнавала
И потом отказывали просто ребенка. Да, в практике была, к нам обратилась женщина, мы его перенаправили в Центр по правам человека. Ребенок долгие годы не училась после того, как программа наша начала реализоваться в Кулябе, да, и ребенок захотел после наших мероприятий продолжить свою учебу. И дальше может рассказать эту историю Лариса, потому что кейсом занимались они. Ребенка хотели поступить в этот дом-интернат, потому что семья из малоимущих, и у родителей не было возможности обеспечить. И они столкнулись с рядом проблем, которые может рассказать Лариса. Да, женщина, которая воспитывала по-моему, троих детей, да, отец их бросил, ВИЧ-инфекция была у нее и у 2 сыновей. Одного сына, только сына. Сына, да, старшего? Да. Факт тот, что они сами не знают, откуда у них появилась ВИЧ-инфекция. Предположительно, мы предполагаем, что это внутрибольничная инфекция, потому что она с ребенком, когда он был маленьким, лежали в больнице в городе Кулябе. Отец, когда узнал о их диагнозе, он их бросил и не помогает. У него нету. У него нету ВИЧ-инфекции, да. Но наша задача была не выяснять, как она инфицировалась, тем более это было давно, а наша задача была решить проблему, именно связанную с системой образования. Так как женщина не могла самостоятельно обеспечить учебными предметами, вообще в целом тяжело было содержать 3 детей, и вот она обратилась в дом-интернат, и сама при беседе с директором школы, дома-интерната вернее, она посчитала необходимым предупредить его о наличии у ребенка этого заболевания. И тогда ей отказали в приеме ребенка из-за того, что у него ВИЧ. И вот мы в последующем написали заявление в Министерство образования, что вот такой-то дом-интернат отказывает в приеме ребенка с ВИЧ-инфекцией, а по всем показаниям женщине надо помочь, потому что она как социальная, она уязвимая группа населения. Министерство образования нам ответило, что они сначала должны спросить у Министерства здравоохранения, то есть взять заключение соответствующего органа, насколько они могут детей с ВИЧ-инфекцией обучаться и находиться с другими детьми. То есть у них своих тоже полномочий, знаний в этой области нет. И когда они получили положительное заключение от Минздрава, они уже сказали, что все, берите ребенка, все нормально. И вот таким образом у нас получилась успешная история, да, когда мы решили вопрос этого мальчика и этой женщины. Стигма среди детей сильнее или среди взрослых все-таки она сильнее в отношении людей с положительным статусом? Я хочу сказать, что вот уже 2-й год реализуем проект ЮНИСЕФ от Энерджайзер, это работа с подростками ВИЧ-отрицательными, также ВИЧ-положительными. Среди молодежи и подростков стигмы очень мало, чем со стороны взрослых. То есть, которые по-прежнему считают, что это чума 20 века, да? Потому что у молодежи есть доступ к интернету, к интернету, информации. То есть они более толерантны, когда вопрос касается ВИЧ-инфекции. Они приходят с радостью, участвуют в мероприятиях, на наших активно волонтерят на всех мероприятиях и, конечно, поддерживают в чем могут. А второй момент – это вот взрослое поколение, которое до сих пор, несмотря на то, что вот столько лет работа ведется в этом направлении, до сих пор вот мышление взрослого поколения изменить невозможно. Поэтому стигма в основном идет со стороны взрослого поколения. У нас не принято вообще говорить, да, о том, или публиковать уголовные дела, которые возбуждаются по, например, заражению ребенка в больнице. Потому что я вот, например, перебрала все, что есть в интернете, и вот только об одном случае писали в 2011 году, по 4 случаям проводилось разбирательство в 2013 году, и 1 случай, о котором стало известно СМИ, это был в 2020 году. То есть либо случаев так мало, либо здесь какая-то другая проблема, о которой просто не принято сообщать. Вот как быть родителям, если статус у них отрицательный, а у ребенка положительный?
Вот как собирать эту доказательную базу? Это вот прям довольно сложно. Это очень сложно, потому что если еще выявляется на поздних стадиях, да, ВИЧ-инфекция с момента инфицирования, то есть где, в каком месте, когда это возможно было, да, и в любом случае, когда выявляется диагноз, начинается эпидрасследование. То есть врач-эпидемиолог, он должен провести эпидрасследование и все записать. То есть заводится же история болезни на этого ребенка и проводится эпидрасследование. И при эпидрасследовании, естественно, они спрашивают, болел ли он, где-то лежал в больнице, было ли переливание крови, то есть какие были контакты, которые рискованы для передачи ВИЧ-инфекции. И все это записывается. Если действительно ребенок лежал в больнице, ему делали переливание крови или какие-то другие медицинские манипуляции, то, соответственно, они должны это дело по правовому статусу передать в прокуратуру, потому что уже возникает вопрос, что ребенок мог инфицироваться в больнице. Это называется внутрибольничная инфекция. Проверить это все учреждение, возможно, да, проверить других людей, детей, которые лежали там, например. Как это было, как вы сказали, в 2011 году случай был в Карабало. То есть, в принципе, я хотела просто как бы к такому выводу, да, подвести вас сейчас. То есть родители не обязаны писать заявление. Да, это Этим дело возбуждается всё. по факту обнаружения ВИЧ-инфекции у ребенка, если родители у него ВИЧ-отрицательные, потому что если эпидрасследование дает как бы основание полагать, что это была внутрибольничная инфекция, они 100% не пишут, но они же опрашивают, где ребенок лечился, что с ним было, да, за этот период. И когда выявляется, что да, ребенок все-таки где-то лечился, где-то лежал, принимал какие-то медицинские манипуляции, то тогда уже подозрения должны подтверждаться чем-то. То есть должно провестись расследование. У нас есть статья 100, сколько помню, 128, 126, 128, не помню, Уголовного кодекса, когда четко говорится о том, что если халатное отношение врачей повлекло заражение ВИЧ, то врач подлежит, или другой медицинский работник подлежит соответствующему наказанию. Сейчас я хотела бы такой небольшой как бы итог подвести, да, нашей беседе. Что нужно в первую очередь сказать родителям сейчас, да, вот детей с ВИЧ? Потому что самое главное, какой-то один совет, два вы дадите совета, но чтобы они понимали, потому что, как вы уже говорили, что очень сложно родителям, если они еще ВИЧ-отрицательные, рассказать ребенку о том, что у него ВИЧ есть, статус ВИЧ. Очень сложно донести правильную информацию. А еще хуже бывает, когда, например, ребенок узнает это от чужих. И это сейчас самое главное, то есть защитить ребенка, не просто ограничив его в информации, да, а защитить тем, что мы дадим максимум информации для него. Тахмин, вот что вы бы сейчас сказали родителям? Я бы в первую очередь порекомендовала родителям, чтобы они обращались к специалистам, чтобы они использовали те ресурсы, которые у нас существуют в стране, и воспользовались услугой тем специалистам, которые в этом направлении работают. Опять-таки, это по раскрытию статуса ВИЧ-инфекции, да, ребенка, про их будущее, по выбору профессии и так далее. То есть они максимально были активными, участвовали во всех мероприятиях, которые есть в стране именно для ВИЧ-позитивных подростков. И чтобы чем раньше, да, как уже специалисты говорят, и я тоже как специалист говорю, что нужно ребенку говорить до 12 лет о том, что он чем болеет и почему принимает антиретровирусную терапию, потому что ей легче будет принимать и безболезненно принимать свой статус, чем вот когда уже во время переходного возраста или уже когда уже будучи взрослым подростком. Лариса, вы сейчас бы еще сказали бы родителям вообще всех детей, потому что это же тоже принимать. Как бы мы же боимся, там, нехватка информации, вот эти вся стигма у нас в голове еще осталась. Да, я всегда как бы за открытые отношения, да. У нас недавно был круглый стол, и мы проводили анализ с детьми, в частности, с ВИЧ-инфекцией.
И у меня также есть опыт по анализу тоже законодательства и системы образования в целом по рекомендации ЮНЕСКО. Это называется комплексное сексуальное образование. Но я сразу предупредила, я говорю, вы не думайте, что сексуальное это значит только о сексе. Там очень такая насыщенная и, я бы сказала, очень правильная программа и рекомендации международные, которые говорят о том, что нужно ребенку с 5 лет давать уже информацию о своем поле, о понимании своего тела, о разности, разнообразии не только детей, но и семей. Семьи бывают матери-одиночки, отцы-одиночки, полные, неполные. И не то, что мы, как всегда, понимаем под нетрадиционными сексуальными отношениями или нетрадиционными парами, да, а в целом говорить о том, что мы все разные, и надо воспринимать это, и не должно быть только вот так, а так не... Да. Ну, то есть вот это, когда идет с 5 лет, и как раз-таки вот этих... отношений, изнасилования и сексуального домогательства от детей будет, возможно, меньше. Именно потому, что дети не могут сказать «нет», потому что они не знают, что с ними происходит. Это же все затабуированная тема, что детям нужно говорить и важно говорить об этом, чтобы они потом понимали. И, например, мои дети, если бы я знала, я бы еще раньше начала говорить об этом. Но в подростковом возрасте, 14 лет, с сыном, с дочкой мы уже стали говорить об этом. У них нормальные отношения, то есть у них не такие шары, да, например. И я считаю, что и дети с ВИЧ-инфекцией должны быть готовы, любые дети должны быть готовы к этому. Я говорю, вот это так, но лучше вот сделать так, потому что это рискованно, да. Чем рискованно? Нужно объяснить, почему рискованно. Используйте презерватив, не говорите «айп» или «нет». Потому что когда чем больше запрещаешь, тем больше хочется попробовать. Ну, психология у нас такая. А почему нельзя? Надо объяснить же, почему нельзя. Или, ладно, можно, но в определенной форме, мере, методе, я не знаю, да. Я, например, не запрещаю детям, говорю, нет, нельзя, не вступай в сексуальные отношения. Потому что они это сделают, без нас сделают это. И мы не узнаем. И мы не узнаем, да. Ну, хотя бы мы скажем, что вот так вот безопасно будет. Да. Я хочу добавить, что почему мы тоже... И доверие открывать. Дети ко мне приходят, они рассказывают о своих друзьях, подругах и жалуются на родителей своих сверстников, что у них нет таких доверительных отношений. Да. Мам, представляешь? Вот. А ты у нас хорошая, оказывается. Я говорю, да? Ты думаешь, только я плохая, а всех остальных хорошие? Как раз вот тоже хотела об этом, что когда с ребенком на открытую разговариваешь, появляется больше доверия. То есть дети начинают доверять своим родителям, они начинают раскрываться и говорить о своих проблемах. Мы также не сразу говорим родителям, что да, нужно вот это уже говорить, или приводите ребенка, чтобы открыли статус ребенка. Мы с родителями работаем, чтобы они перед ребенком не плакали, как они себя вели, как нужно себя вести, когда открывается статус ребенка, чтобы они сами не пугали еще своим истериком, своим плачем, чтобы ребенок не боялся этого. И чтобы последние как открывается статус ребенка, 3 дня родители могли быть рядом с ребенком, когда у ребенка возникает вопрос, чтобы она могла задавать своим родителям. И также мы их подключаем в группу взаимопомощи, где дети с ВИЧ-положительным статусом, которые знают о своем диагнозе, быстренько подключаются и помогают друг другу. То есть это тоже как бы облегчает ребенку принимать свой статус таким и принять себя такой, какой она есть. Очень важно, да, Лариса, смотрите, сейчас я думаю, что у родителей любых подростков с ВИЧ-статусом, без ВИЧ-статуса возникли вопросы. Особенно у людей, которые планируют только семью. У вас есть горячая линия, куда можно позвонить и задать все эти вопросы, которые сейчас мы не затронули. Ну, получить консультацию какую-то. Правовую консультацию мы можем, да, правовую консультацию, правовую поддержку. Но если это касается вопроса психологии, АРВ-терапии, да, наблюдения, то мы можем перенаправить, например, вот
таджикистанскую сеть женщин, живущих с ВИЧ, либо есть горячая линия УСПИН+, это общественная организация, которая работает как с ВИЧ-позитивными, так и с людьми, которые употребляют инъекционные наркотики. Вот они консультируют по своим специфичным направлениям, мы по правовой части По правовой части куда звонить? А у нас есть горячая линия, которая работает круглосуточно, это 933 55 77 55. Тахмина, к вам можно прийти за консультацией, все, что касается работы с подростками. Да, а любую информацию родители могут получить в центрах СПИДов и поликлинике, где они стоят в учете, они могут получить информацию о нас, они могут обращаться, и мы можем порекомендовать, перенаправить к психологу и поработать с этой семьей. Спасибо большое. Дай Бог, чтобы наши все дети были защищены. Успехов вам. Всего Спасибо доброго. большое. Спасибо большое. До свидания.